Вича до накрыв сейчас. Слушайте коми мой тыща. Многие из вас давно с нетерпением глядели на календарь, ожидая наступления Нового года. Этот праздник не обходится без сказочного Деда Мороза, которого в детстве мы так ждали в гости домой или на утренник, а после водили хороводы со Снегурочкой и Снеговиком, радовались подаркам за прочитанный стишок. Но современные коми-дети ждут не только российского Деда Мороза. Школы и детские сады с недавних пор начал посещать еще и некий Кэчет Пэль, которого называют коми-Дедом Морозом. Откуда он к нам пришел? Насколько развит этот новогодний персонаж? Давайте разбираться в этом видео. Что вы уже знаете о Кэчет Пэль? Заглянув в статьи русскоязычных интернет-СМИ за последние 3 года, можно выяснить, что Кэчет Пэль в укороченной малице либо полушубке и бимах от своей резиденции в селе Иб сначала на поезде, а потом встав на коме охотничьи лыжи лямпы, разносит подарки детям. В прошлом году он 2 раза даже побывал в Москве на выставке в форуме «Россия». И это примерно все, что можно оттуда вычитать. Помимо этого, дети могут знать, что с ним приходит на праздники помощница Лымныв, коми Снегурочка, и ворующая подарки Йома, коми Баба Яга. Самый ранний найденный мной такой сюжет есть в пьеске Александры Мишариной «Вы его щамойт». Затем его можно заметить в постановке праздника от Михайловой 2015 года. С того же года подобные коми-новогодние праздники каждый год проводит Сыктывкарский клуб семей Шуда Котр. Используют этих персонажей и по сей день. Лично я знаком с Кэчет Пэль и Лымнев только из уроков коми-языка. Как-то раздавая дополнительные новогодние кульки от школы, классный руководитель сказал, что это как раз принес Кэчет Пэль. Реальную же популярность этого персонажа оценить трудно. В молодежной газете, а с давних пор уже журнале Елка, с 2011 по 2021 год имя Кэчет Пэль можно найти почти в каждом новогоднем номере. Откуда же взялся этот коми-Дед Мороз? Отмечали ли коми когда-то Новый год? К русским этот праздник пришел в 1700 году по указу царя Петра I, но дошел он не до всех, и коми продолжали отмечать его по старому обычаю – осенью. Праздник сегодня называется Чомор, что можно перевести примерно как «урожай». Так коми восклицают по окончанию полевых работ. В этот день коми обычно благодарили предков за помощь и приглашали их за стол. Но сегодня он уже мало где отмечается. Как можно заметить, никаким зимним старцам тут места нет. В зимний период коми отмечали Вежадыр, святки, которые начинались с Рождества и заканчивались в Вай-Вежеданлун, Крещение Господне. Эта череда христианских праздников довольно похожа на русские. Были застолья, игры, гадания, позднее появились колядки. И как у русских крестьян не было у коми ни елки, ни Святого Николая Чудотворца. 1 января по старому стилю отмечали Василий-Лун, Васильев день. И в тот день устраивали маскарады, закалывали свинью. После запрета 1920 года отмечать Новый год, официально новогодняя елка была разрешена к проведению только через 17 лет, в 1937. И тогда, наконец, впервые елку поставили в Сыктывкаре в школе номер 1. Сегодня это гимназия имени Пушкина. Если для русских это было возвращение старого праздника, то для коми это было введением совершенно нового обычая. В том же году русские познакомились с новым образом Деда Мороза, составленным как раз на основе русского сказочного персонажа Морозка и западного Санта-Клауса, так называемого Святого Николая. Довольно скоро он проник в коми-культуру, и коми-дети тоже стали ждать русского Деда Мороза, ведь считалось, что он обходит всех детей Советского Союза, вне зависимости от народности. С 1966 года в свои детские стихи и рассказы этого персонажа включали такие советские коми-литераторы, как Нина Куратова, Леонид Огнев, Серафим Попов. Любопытно, что лирический герой стихотворения Серафима Попова Локтус Дед Мороз верил в то, что зимней погодой управляет именно этот старец. Причем автор не упоминает ничего о Новом Годе. Более того, Дед Мороз тут способен злиться и не пускать героя на улицу, скрывать солнце, так что образ Деда Мороза тут ближе к сказочному Морозко. В фельетоне Леонида Огнева «Важево, Вылево да Дед Мороз», что в переводе «Старый год, Новый год и Дед Мороз», новогодний старец живет на высоком холме возле Печоры, на котором стоит ледяной дворец, сверкающий разноцветными огнями. В остальных произведениях образ коми Деда Мороза идентичен русскому.
Последнее упоминание русского Деда Мороза я нашел в переведенном в 2011 году с русского языка стихотворение Пантелеймона Образцова «В Львовое Дед Мороз». В 1986 году Виктор Напалко публикует в своем сборнике стихотворение «Каджиты слоен лыщем», что на русском было бы «От мороза крепится тело». Автор там упоминает так называемого «злого хозяина Мороз-деда», который трещит, стреляет. В том же году в журнале Воевов Кочев выходит рассказ Елены Козловой «Мороз Пэлен Козин», что в переводе «Подарок Мороз-деда». В нем описание Мороз Пэль, который, как верит главная героиня, каждый Новый год приносит ей подарки, полностью идентичен Деду Морозу. В еще одном стихотворении Виктора Напалко уже 1999 года «Мороз Пэленым ижит в небеса» этот персонаж встречается в первых двух строчках. Мороз-дед очень силен, горячо щипает руки и нос. Впоследствии так называли Деда Мороза и дети. Например, в стихотворении ученицы Сторожевской средней школы Елены Макаровой 2000 года «Мороз Пэль», которое было напечатано в сборнике «Бикинис. Искры огня». В нем Мороз Пэль злится, дует, покрывает все снегом вместе со своей сестрой Бушков Тев, ветром бурей. Последнее использование подобной формы имени в стихотворении Рочевой Ольги «Выращивает Пэль Мороз» из леса принес Дед Мороз, опубликованном в 2011 году. Возможно, под влиянием этого нового варианта перевода имени в 1992 году Серафим Попов, опубликованный в журнале «Бикини» песни «Кыны Ола Кычит Пэль», как раз использовал имя Кычит Пэль – Мороз-дед. Второй раз он упомянул его в одноименной песне из сборника 1994 года «Кажется, там челядь. Повеселимся, дети». Здесь он подробно описал его, и описание это очень похоже на русского Деда Мороза. У него большой мешок, белобородый, в шубе, длинную палку держит в руке. Любопытно, что лирический герой говорит, что не будет его бояться, хоть и злым тот будет. Значит, и этот комик Дед Мороз тоже с переменчивым настроением. В конце же стихотворения Качет Пэль весной торопится возвратиться обратно в свое гнездо. Стоит отметить, что это не первое использование имени Качет Пэль. Впервые в своей одноименной пьесе 1924 года назвала так сказочного героя Агния Суханова, произведение которой является вольным переводом русского фольклорного сюжета «Аморозко». В этом году произведению исполнилось 100 лет, вот только никто не удосужился его ни поставить на сцене, ни переиздать. Нетрудно догадаться, что Качет Пэль тут и есть Коми Морозко, который точно так же спасает оставленную по приказу мачехи посреди зимнего леса девушку и награждает ее за скромность и доброжелательность. Именно Качет Пэль управляет зимой ветрами, снегом, тучами, помогает ему в этом отцы сейчас, помощники, а известие обо всем доносит Кырныш, ворон. Коми и до этого обращались к этому русскому персонажу. Годом ранее пермяцкий писатель Питю Эни издал стихотворение «Морозко», где тот показан страшным зимним колдуном. Много детских песен о Качет Пэль писал Геннадий Попов, начав в 1999 году с Качет Пэлен Чиланкыв, песни «Мороз-деда». В отличие от предыдущих образов, здесь он уже предстает милым стариком, так и говоря себе, хоть и холодный я, но добрый. Он приносит елки и игрушки, что мы не встречали до этого. Здесь уже Качет Пэль чисто комик персонаж. Он призывает детей играть и петь песню «Шон де Баны». Так впервые проскакивает одна из идей создания этого персонажа – отмечать Новый год на Коми, поддерживая тем самым жизнь языка. Если российский Дед Мороз живет только в Великом Мостике, этот город считается его родиной, то Качет Пэль, судя по той же песне, живет за далеким Северным морем. Остальные песни Геннадия Попова в основном только дополняют сходство Деда Морозом, но и есть привнесение нового. Например, в опубликованной в 2006 году песне «Качет Пэлен Оланын» «Жилье Мороз-деда» автор подробно описывает дом у Качет Пэль. Как уже упоминалось в предыдущем произведении, живет тот далеко на севере, возле широкого Северного и Ледяного моря. Там обитают только белые животные, а ночь длится по полгода. Тем не менее, дедушке нравится там жить. Кругом чисто, кругом сухо, кругом светлый ледяной мост. По парме он разрешает на белых оленях вместе со своей бабушкой Метелью, Турапэч. Важно отметить, что Попов различает образы Деда Мороза и Качет Пэль, что следует из его последних двух строчек стихотворения 2017 года с этим персонажем «Вича Олан Качет Пэль». «Здравствуй, наш Качет Пэль! Отдыхай, Дед Мороз!» В
2020 году икоми пермяки собирались завести своего Деда Мороза, которого назвали Ежель-Дед, Дед Сосулька. Резиденцией его должен был стать загородный лагерь у села Кува. Они написали проект для получения гранта, но тот не получил поддержки. Так что в итоге? Кэчет Белль – это современный персонаж комик-культуры, появившийся в 1992 году на основе русского Деда Мороза и героя одноименной пьесы с Агнией Сухановой. Он живет на Северном полюсе, зимой же на оленях добирается до своей резиденции в селе Иб, а оттуда на охотничьих лыжах с мешком подарков за спиной посещает детские праздники. Традиционно изображается с белой бородой. Но насколько нужен нам этот новый персонаж? Неужели у Коми нет своих подходящих героев мифологии? Конечно, есть. И некоторые писатели стремятся и им подарить новую жизнь. Например, Елена Козлова в 2009 году опубликовала сказку «Войпелен Кожин» – «Подарок Войпеля». Войпель – это божество, которому когда-то молились коми. Известно оно по русским летописям начала XVI века. В произведении он является воплощением северного ветра, одной из традиционных реконструкций этого образа. На кого он злится, на того разбрасывает снег, дует холодом, а кому с добром относится, тому рисует на окнах узоры. Интересен этот образ у Анастасии Сукоевой. В этом году, то есть в 2024, она выпустила книгу на русском и коми-языках «Кэчет Белль». В ней в самом начале злой Войпель, которого называют богом северных ветров, выпускает злых метелей на людей, отчего те прячутся по домам от них. Ему противопоставляется Кэчет Белль, который приносит людям праздник Новый год. Любопытно, что в теплое время года Кэчет Белль живет здесь же, на коми-земле, а не на севере, как писал Геннадий Попов. В остальном Кэчет Белль полностью стал идентичен Деду Морозу. Он получает письма от детей, готовит и дарит зимой им подарки, в нем помогают этому Заяц и помощница из снега Лымныв, так называемая коми-снегурочка, а также задабривает завистливую воровку Йому, подобную русской бабайке. Она даже почему-то живет в русской избушке на курьих ножках. В последней истории в новогоднего старца выручает герой коми-фольклора Йиркап. Какие же еще есть у коми забытые зимние фольклорные персонажи, которых можно было бы использовать как сказочных героев для развития современных новогодних культурных традиций и городского фольклора? Итак, знакомьтесь. Шувгий, разрушающий ветер у ударцев. Куття-войса, ворующие детей святочные духи, подобные русским шулькунам. Пашляк, трескающийся мороз. Можно ли ими заменить так недавно еще чуждого нам Деда Мороза? Если уже 100 лет назад Суханова придумала коми-морозко, если еще до создания нового Кэчет Белль коми-писатели использовали в литературе русского Деда Мороза, если сейчас коми вместе с русскими детьми ждут праздника и подарков в Новый год, то, пожалуй, Кэчет Белль нам нужен, и его есть смысл развивать дальше. И с богатым коми-фольклором мы можем создать больше праздничных традиций, которые бы сохраняли нашу культуру и язык. Если вам понравилось это видео, и вы узнали что-то новое, то обязательно подписывайтесь и ставьте отметки «Мне нравится». Заводждатте, выльвон дарештво, дона сейчас.